Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «Стратегическое планирование – важный аспект в реализации экономического развития». Репортаж с пресс-конференции премьер-министра. Живая или искусственная, какую ель предпочитают жители столицы? Актуальный репортаж программы. Юбилей журнала «Агос Сухум» исполнилось 10 лет. Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия сегодня на пресс-конференции подвел итоги международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». По мнению главы правительства, стратегическое планирование – важный аспект в реализации экономического развития страны. Репортаж Сима Аргун. Глава правительства Артур Миквабия отметил, что создание подобной программы планировалось еще, когда Рауль Хаджимба выставлял свою кандидатуру на должность президента. В разработке стратегии принимали участие ученые и специалисты в различных областях, в том числе министры, главы администрации городов и районов, сказал премьер-министр на пресс-конференции, посвященной итогам международного форума «Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов». Поставленная задача на данном этапе эта программа помогает решать. Заказчиком выступал кабинет министров, и мы в итоге то, что ждали, то примерно и получили. Да? Артур Миквабия пояснил, что данная программа станет основой для решения существующих экономических вопросов. Подобная программа, по словам премьера, на сегодня необходима в государстве, так как для решения социально-экономических задач необходимо стратегическое планирование. Глава правительства считает, что данный документ поможет выбраться из затяжного экономического кризиса. В нашей системе очень много элементов коррупционных. И надо выстраивать ту модель, которая, в смысле, будет эту коррупцию сводить к нулю, можно если так сказать. В этой программе сказано, например, сколько надо денег там потратить примерно на развитие науки, культуры там, и так далее. Но это все, конечно, достаточно относительно, но тем не менее. И мы если сейчас взять экономическую часть, через цифры понимаем, какие объемы надо нам выполнять, да, и к чему надо стремиться. Премьер ответил и на другие вопросы журналистов. Сима Аргун, Алексей Агухава, Роберт Ломя, Абхазское телевидение. Расширенную версию пресс-конференции главы правительства Артура Миквабия смотрите в программе Амшипшара Плюс. В Народном собрании Абхазии принято постановление о парламентской комиссии по проверке соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Данное постановление принято в целях изучения в СИЗО МВД Республики Абхазия в поселке Дранда. Председатель комиссии, депутат Валерий Агарба. Парламентская комиссия до 1 марта 2016 года должна представить Народному собранию свои выводы и предложения. Ситуация в Дранском СИЗО по-прежнему в центре внимания общества. Наш корреспондент Рената Шакай попыталась разобраться в событиях, связанных с акцией протеста в СИЗО, выяснить, что явилось ее поводом и причиной. Сегодня сразу после новостей смотрите специальный репортаж программы. А сейчас небольшой отрывок из репортажа. Все началось 10 декабря с побега осужденного Бачуки Латаря из следственного изолятора МВД Абхазии. Как только поступила информация о побеге, весь личный состав МВД был поднят по тревоге. В действие введен план перехват. Были усилены стационарные посты ДПС, мобильные группы со смешанными экипажами сотрудников госавтоинспекции и оперативным составом. Оперативно-поисковые мероприятия проводили совместными усилиями сотрудников органов внутренних дел, Центра специального назначения, СГБ. Спецмероприятия проводились под руководством министра внутренних дел Леонида Дзапшпа. В результате слаженной оперативно организованной работы было установлено местонахождение сбежавшего преступника, который был задержан в лесном массиве села Шаумяновка. Буквально на следующий день в помещениях следственного изолятора были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Сотрудники оперативных подразделений центрального аппарата и горрайорганов МВД были подняты по тревоге и направлены в СИЗО. Так, тщательно все смотрим, никаких ключей, никаких лишних вещей, чтобы не было.
Криминогенная ситуация в целом и в Дранском СИЗО, в частности, станет темой разговора передачи «Открытый вопрос». Гости – ведущие из «Едычания», депутат парламента Валерий Агрба и начальник штаба МВД Валентин Трапш. В рубрике «Итоги года» сегодня речь пойдет о работе налоговых органов страны. Смотрите специальный репортаж на Аллы Мукба. Налоги, сборы и пошлины. Помимо доходов от государственного предпринимательства, эти выплаты являются основой формирования бюджета страны. Министерство по налогам и сборам – орган, осуществляющий контроль над соблюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и других обязательных платежей. В 2002 году министерство было преобразовано из Государственной налоговой службы. Сегодня оно работает как единая система, состоящая из центрального аппарата и территориальных налоговых инспекций. За 2 недели до Нового года министерство перевыполнило годовой план на 22 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом, на это время в бюджет уже поступило на 400 миллионов рублей больше. Нам ежегодно спускают план бюджетный, мы его выполняем. Вот в этом году, если так забегая наперед, бюджетный год еще не закончился. Мы еще, в принципе, ждем неплохих поступлений с Гаговского района, ждем немножко с Гудовод, и в основном это город Сухум. Вот сегодня в целом уже можно с уверенностью сказать, что бюджетное задание мы выполнили. План 2015 года составлял 2 миллиарда 233 миллиона. Вот на сегодня мы уже собрали 2 миллиарда 215 миллионов. Объектами налогообложения являются доходы, товары, отдельные виды деятельности, операции с ценными бумагами, пользование природными ресурсами, а также добавленная стоимость продукции, работ и услуг. Во многом хорошие показатели налоговых поступлений связаны с успешным курортным сезоном 2015 года. Летний курортный сезон тоже начался относительно раньше, чем в прошлом году. И это, конечно, дало свои результаты. И людей было немало, вы знаете, и в Гаграх, и в Гудовотах, и в Сухум, даже в Восточной Абхазии. У нас и в Очамчирах уже есть отдыхающие, которые там, как говорится, заявили желание отдыхать, естественно, и пополняли бюджет Очамчирского района. В целом, те платежи, которые мы рассчитывали, мы уже получили по курортам. Долгов практически ни у кого нет. Что касается частного сектора, мы перед началом сезона проводили инвентаризацию. Мы в этом году зарегистрировали на 4,5 тысячи коек больше, чем в прошлом году. При этом курорт Пицунда, Новоафонская пещера и Рицинский национальный парк – самые крупные налогоплательщики. Немалую прибыль государству приносят и предприятия. Одним из таких является компания «Вина и воды Абхазии». Доходы особенно увеличились: Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера и крупный у нас налогоплательщик курорт Пицунда, который в этом году показал в разы больше, чем в прошлом году. И столько же больше заплатил, чем за предыдущие годы. С годовым планом справились почти все районы. Проблемы только в Ткварчалском, считающемся депрессивным. Район из-за плохо развитой инфраструктуры, экономики и отсутствия курортных объектов и предприятий, возможно, недовыполнит годовые показатели. Но эти издержки будут компенсированы за счет перевыполнения планов другими районами. Единственное, у нас опасения за Ткварчал. Там по ряду уважительных причин, объективных, наверное, все-таки план не выполнится. В целом по республике план будет выполнен, а по районам, под Ткварчалом мы, наверное, не сможем выполнить. Все остальные районы мы ожидаем там суммы неплохие, у нас будет хорошее перевыполнение плана. Главное изменение в налоговом законодательстве страны за 2015 год – отмена налога на приусадебные участки. Это один из шагов в поддержку крестьян, несмотря на то, что в результате этой меры государство недополучит около 8 миллионов рублей. В будущем году готовятся несколько законопроектов, которые позволят увеличить налоговые поступления в бюджет. Повысятся ставки по НДС и спецналогу. Кроме того, разрабатывается новый законопроект о валютном контроле. Спецналог сегодня, по большому счету, все, которые занимаются торговлей, вот эти вот, вы знаете, на улице магазины, вот эти вот ларьки небольшие, они все плательщики спецналога. Независимо от дохода ты платишь фиксированную ставку. Было время, когда он выполнял свои, как говорится, функции, а сегодня уже доходность у наших плательщиков намного выросла с тем, что платит он, допустим, торгует, у него, может, ежемесячно доход до 100 тысяч рублей, а он больше, чем 1000-1500 не должен платить.
Министерство осуществляет контроль исчисления и своевременности внесения в бюджет налогов, но не все налогоплательщики оказываются добросовестными. 247 миллионов рублей составляет общий долг министерству. Большую часть этой суммы составляет земельный налог. Основные должники Сухум и Гагра. Мы в прокуратуру постоянно посылаем списки должников, обращаемся в администрацию для того, чтобы изъять эти земли, которые переданы в аренду. И мы со своей стороны, естественно, выставляем инкассовые поручения. Это принудительное взыскание. Но оно действует тогда, когда есть какие-то деньги на расчетном счету. Налоговая система Абхазии схожа с российской, но в отличие от нее в нашей республике механизм взыскания долгов развит плохо. Взять Российскую Федерацию, там четко действуют судебные приставы. Материалы посылают не только налоговики по всем долгам, в том числе и за коммунальные услуги, и за электросеть, вы знаете, у нас много за свет долгов. Вот эти все вопросы потом решает судебный пристав. Потом в Российской Федерации еще другой закон существует. Там должникам обращают на имущество. У нас пока этого нету. Несмотря на увеличение некоторых платежей, налоговая система Абхазии предусматривает льготы для различных категорий граждан, среди которых ветераны и инвалиды войны. В целом, налоговая политика в республике благоприятна не только для развития внутреннего бизнеса, но и иностранных инвестиций. Нала Мукпа-Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В этом году в Абхазии нельзя будет вырубать местные елки. Такое постановление было принято правительством страны. Нарушители будут наказывать рублем. Сумма штрафа от 10 до 70 тысяч рублей. Тем не менее, живую ель на Новый год можно будет приобрести. Где, узнавала наш корреспондент Резмер. Эль – главный символ Нового года, а также уюта и тепла. В столице полным ходом идет подготовка к празднику. На площади Свободы уже наряжают елку. Главный атрибут Нового года совсем скоро предстанет перед жителями столицы во всей своей красе. Витрины зданий украшены разноцветными гирляндами. Во многих учреждениях, в том числе и в школах и детских садах, елки уже наряжены. Но среди всего этого разнообразия красиво наряженных елок нет ни одной живой эли и пихты. Правительством был принят закон, запрещающий заготовку эли и пихты на территории Абхазии. Более того, до 31 декабря запрещен ввоз натуральной пихты и ели без корневой системы из России. Ежегодно мы все видели, что после праздника на свалке оказывалось огромное количество выброшенных елок. Это удручающая картина была, учитывая, что в наших условиях высокогорья пихта дорастает до высоты новогодней елочки за период от 20 до 50 лет. Поэтому данное распоряжение и было принято. Ну, те же, кто желает все-таки поставить на Новый год натуральную елочку, у них будет такая возможность, потому что в Абхазию будут завозиться елочки из Российской Федерации, проблем с этим не будет. Решение о запрете на вырубку местной ели получило поддержку как со стороны правительства, так и граждан страны. Срубают столетние. Для чего на один день столько мучения? 100 лет росла, и за один день потом все выкинут, и все. Я очень положительно отношусь. Не нужно их уничтожать, елки. А вы дома ставите какую? Мы вот такую ставим тоже. Искусственную, да? Да, мы уже. Это раньше ставили, сейчас уже нет. Экологи бьют тревогу. Каждый год в Абхазии вырубается от 5 до 7 тысяч корней. В будущем это может привести к полному уничтожению хвойных пород в наших лесах. Ежегодно такую нагрузку не выдержит ни одна экосистема. И потому в этом году вышло распоряжение о полном запрете. Но что делать дальше? В нашей республике, конечно, давно назрел момент о создании собственного питомника по выращиванию хвойных растений. В поисках новогодних елок наша съемочная группа побывала на центральном рынке. Здесь, как и обычно, в преддверии Нового года торговые ряды завалены новогодними игрушками, гирляндами и прочими атрибутами праздника. Немало здесь искусственных елок. Я настоящие елки берегу, мне их жалко. Да. Они спрашивают вас? Спрашивают, конечно, но потихонечку люди переходят на такой вариант. Потому что дерево живое. Оно режется и умирает. Ставить ее дома, ну какой толк, я не знаю. Если ее посадить возле своего дома, тогда да. А так я считаю, что жалко. Ну, по крайней мере, своих детей я к этому приучаю. Среди опрошенных нами были и те, кто все же предпочитает живую ель. Живые, конечно. Настоящую. Да. А почему именно настоящую? Не знаю, потому что она пахнет. Она более
передает, наверное, настроение новогоднее. На рынке всего в нескольких местах можно найти живую или пихту с корневой системой. И несмотря на высокую цену от 4000 вот за такое маленькое дерево, спрос на них большой. А вот те, кто желает на Новый год поставить у себя дома живую ель, должны подождать вплоть до самого Нового года. Только 31 декабря в столице и других городах Абхазии будут созданы специальные елочные базары, где будут продаваться новогодние елки. А к нарушителям, то есть к тем, кто все же станет самовольно рубить елки, будут применены предусмотренные законом меры. Под круглосуточным наблюдением будут находиться не только лесные территории, но и границы, где осуществлять контроль над ввозом или будет таможня. На таможенные органы возложен контроль за исполнением данного распоряжения. Личный состав в пунктах пропуска проинструктирован. Нами заблаговременно направлены соответствующие материалы, в том числе и фотоматериалы, которые позволят идентифицировать указанные растения в пунктах пропуска в случае попыток их ввоза на территорию Абхазии. А что касается школ и детских садиков, то они, как и в предыдущие годы, будут обеспечиваться елками. Правда, в этом году они будут привезены из России. Мы в управлении образования организовали свою работу так, чтобы все школы и детские сады были обеспечены елками, елочными игрушками, чтобы праздники в наших учреждениях прошли весело и достойно. Дожидаться 31 декабря и приобрести живую ель или все же поставить у себя дома искусственную и начинать ее уже наряжать. Это выбор каждого. И неважно, какую ель предпочтут наши граждане. Главное – это хорошее настроение, с которым мы проводим старый год и встретим новый, 2016. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. Журналу «Ақо Сухум» исполнилось в этом году 10 лет. Главный редактор – народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. Журнал представляет собой площадку для художественных произведений, научных статей и публицистики. В торжественном вечере, посвященном юбилею издания, участвовал премьер-министр Артур Микваби. Как создавался журнал и о его вкладе в литературную жизнь страны, расскажет Нала Мукба. Литература, наука, публицистика. Немного журналов в мире, которые совмещали бы в себе все это, тем более в Абхазии. Один из таких – «Ақо Сухум». Изданию в этом году исполнилось 10 лет. Поздравления сегодня адресованы в первую очередь главному редактору, народному поэту Абхазии Мушни Ласурия, стоявшего у истоков создания журнала. Нехватка, значит, площади, где могли бы писатели публиковать свои произведения, ученые, ощущалось еще в советские времена. То есть единственный журнал «Алашара» не мог всех обслуживать. И этот вопрос еще тогда возникал. Мы публикуем и зарубежную литературу, японских писателей, западноевропейских писателей по силе возможностей. Их опыт, их достижения, их лучшие произведения здесь для абхазских писателей являются школой и для читателей удовольствием чтения их. Писатели, ученые, студенты собрались на юбилее издания. Во встрече принял участие премьер-министр Артур Микваби. Поздравляя сотрудников журнала с юбилеем, глава правительства отметил, что журнал «Ақо Сухум» важен для развития литературы и науки Абхазии. Поэтому государство будет и в дальнейшем оказывать всяческую поддержку изданию. Поздравления звучали и от представителей столичной администрации. Время, когда создавался журнал, было непростое. Послевоенная разруха все еще давала о себе знать, но именно в такие моменты литература и искусство помогают людям пережить проблемы. Такую роль взял на себя журнал «Ақо Сухум», вспоминает Леонид Лолуа, который был тогда главой столицы. Именно он дал шанс на жизнь новому изданию. На мой взгляд, интеллигенция, я ею всегда гордился, Сухум, вполне под силу помочь привить многим жителям культуру городской жизни. Для послевоенного Сухума это очень важная проблема. Выход такого журнала, появление в городе, это подняло намного авторитет самой нашей столицы. На страницах «Ақо Сухум» публикуются не только абхазские авторы, но и зарубежные. Кроме того, журнал – хорошая площадка для молодых ученых, которые имеют возможность опубликовать свои исследования. Журнал интересен еще тем, что в журнале публикуются как знаменитые наши писатели, плюс еще русских писателей, которые когда-либо писали об Абхазии. И в данный момент, которые с абхазского на русский язык переводят русские поэты-писатели наших
знаменитых писателей. Их произведения мы можем опубликовать. Немало таких поэтов-писателей, но мы не знаем, кто переводил и в какое время был переведен. Так что журнал «Акосухум» во многом опережает других журналов, тем более сегодняшний день. Журнал «Акосухум» отличается тем, что издается на 2 языках – абхазском и русском. Положительную оценку деятельности издания в свое время давал первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Всемирно известный писатель Фазиль Искандер отметил оригинальность журнала. Эти цитаты опубликованы в первом выпуске издания. Он вобрал в себя уникальные произведения и русских писателей, касающихся Абхазии. Вы же знаете, что очень многие русские писатели написали об Абхазии очень интересные произведения. Вот Муш Нитаевич Ласури, как высокого уровня литературовед, замечательный поэт, он умеет очень тонко подбирать эти материалы. Здесь все это продумано глубоко и в композиционном плане, и в плане верстки журнала, эстетичного подбора, художественного оформления, самой обложки. К юбилею издания за вклад в развитие национальной культуры и вклад в становление Акосухум президент Рауль Хаджимба наградил почетными званиями и орденами членов редколлегии журнала. Нала Мукбабислан Джинджолия, Абхазское телевидение. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 24, днем 10-12 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.